Сессия для студентов – это этап, когда нужно выложиться на все 100, показать, какие знания были получены за все время обучения и что сохранилось в памяти. Напомним, что в основном весь семестр студенты занимались онлайн. Символично, что в этом году экзаменационная сессия в университете началась в Татьянин день. Многие студенты в этот день то ли в шутку, то ли всерьез обращаются к предметам, которые помогут им сдать экзамены как можно лучше. Верящих в знаки судьбы в АГУ мы найти не смогли, но и без них студенты надеются сдать сессию. Мы с ребятами познакомились, многих я не знал. Там у меня на курсе, правда, только мальчики учатся, но все хорошие мальчики, да. Конечно, хотел, все хотят, чтобы девочки учились. Ну, познакомились, все подружились. У Александра сегодня зачет. Надеется, что успешно его сдаст. А из всех предметов он выделяет математику. Ты готов сегодня сдать? Ты подготовился? Да, подготовился. Ну, читал. А какой предмет вы сегодня сдаете? Сопромат, сопротивление материала. Какой предмет тебе больше всего нравится и почему? Математика. Ну, потому что там, скорее всего, преподаватель. Он, правда, очень... Сейчас не хочу кого-то выделять, но преподаватель, правда, очень интересно объясняет. На ее лекциях очень интересно сидеть. До экзамена остались считанные минуты. Валерий Бешия, студент второго курса филологического факультета направления лингвистика. Сегодня он сдает немецкий язык, раз за разом повторяет фразы из, кажется, уже выученного материала. Волнения не скрывает. Ich bin Valery Besia. I'm come from Abkhazia, from Kali, aus Kali. К сессии студенты старались подготовиться тщательно, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в процесс обучения. Онлайн-занятия вряд ли дали возможность преподавателям передать знания студентам в полном объеме. Расскажи нам, пожалуйста, как ты готовилась к экзамену? Я готовилась дома, повторяла пройденный материал, все тексты и слова. Есть какая-то сложность в экзамене для тебя лично? Да, как мы не всегда ходили, был карантин, и мы нормально не прошли. Все занятия у вас проходили в онлайн-режиме или? Нет, не все были онлайн и ходили. Из того, что мы успели пройти, по тем темам нам нужно было все подготовить, все пройденные слова, все тексты. Вот, все слова ответить нужно. Так вот. Ты вообще со школы изучаешь немецкий язык? Нет, только как-то сюда пришла. И есть сложности? Да, с немецким есть сложности. В 2020 учебном году из-за коронавируса приемная комиссия АГУ приняла решение зачислить абитуриентов без экзаменов. По результатам первой сессии будет задействована рейтинговая система. Летом первый курс 60 групп сдали по 3 предмета. Только 17 групп сдали один письменный экзамен. Поэтому, чтобы выяснить, кто попадает на платную основу, а кто на бесплатную, будет проходить конкурс. На каждом экзамене будут сидеть представители не только руководства университета, но и из администрации президента. Будут приглашены на экзамен. Экзамены у нас зачетная неделя проходила до Нового года. Сейчас в основном будут проходить экзамены. Значит, как мы зачисляли наших студентов? Значит, первые курсы, вот где в 60 группах прошли экзамены, это была форма собеседования по 3 предметам. Затем обстановка ухудшилась, и ректор Олег Алексеевич Гарамия принял решение принять по 1 письменному экзамену. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в республике некоторые зачеты студенты сдавали дистанционно в формате онлайн. Зачеты и экзамены по основным дисциплинам сдаются в АГУ по группам. Мы не приглашаем сразу, чтобы все факультеты одновременно начали принимать зачеты и экзамены. То есть приглашается группа, если она большая, из 50 или 60 человек, то мы делим на 3 группы. По 20 человек их сажаем в большие аудитории, чтобы расстояние было 1–1,5 метра, и только так мы начинаем принимать экзамены. В основном экзамены мы пытаемся провести
письменно, но если возникают вопросы после проверки, то приглашается студент и задаются вопросы. Может быть, он не сумел письменно изложить то, что он хотел, то преподаватель помогает ему ответить на те вопросы, которые перед ним стояли. С началом пандемии еще с весны прошлого года в АГУ стараются соблюдать все санитарные нормы. Руководство университета прилагает максимум усилий, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции среди студентов. Наверное, поэтому процент заболевших COVID-19 преподавателей и студентов АГУ сравнительно невысок. Шазина Ханагу, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.